Добрый вечер, меня зовут Гаухар, я принимаю участие в конкурсе спикеров. В настоящее время я работаю финансовым консультантом-аналитиком на фрилансе, занимаюсь составлением бизнес-планов, просчитыванием финансовых моделей, сопровождаю проекты предпринимателей в банках второго уровня для получения финансирования, а также для получения господдержки бизнеса, для удешевления кредита. И сегодня я бы хотела поделиться некоторыми рекомендациями для начинающих предпринимателей при составлении бизнес-плана. Итак, во-первых, вы должны четко для себя понимать, какой именно товар, продукт либо услугу вы выводите на рынок, в чем его ключевые характеристики, какую пользу для общества несет ваш продукт, товар либо услуга. Во-вторых, вы должны четко определиться с вашей целевой аудиторией, составить для себя так называемый портрет вашего идеального покупателя. При этом рекомендую вам учесть не только возраст и пол, но также еще уровень доходов, семейное положение, где проживает, образование и другие характеристики. Чем более полная картина о вашем клиенте у вас будет, тем легче вам будет его найти. Следующий момент. Нужно продумать систему вывода вашего продукта, товара либо услуги на рынок и каналы сбыта. Как правило, специалисты, а также я рекомендуем выделить для себя 2-3 канала продвижения и 2-3 канала сбыта. Следующий момент – это система стимулирования и мотивации персонала. Поверьте мне, это очень важный критерий. На этапе бизнес-планирования я настоятельно рекомендую его учесть, потому что, как показывает практика, только довольный, счастливый сотрудник может сделать довольным и счастливым вашего клиента. Ну и последняя рекомендация, на мой взгляд, она самая важная, это создавать только тот бизнес, который вам самим нравится, который вы хотите реализовывать, при мысли о котором у вас горят глаза, чешутся ручки, вам хочется двигаться куда-то вперед, достигать каких-то вершин. Это показывает вашу любовь к продукту и, соответственно, ваше стремление делать ваш продукт, товар либо услугу все лучше и лучше, и, соответственно, все в большем объеме удовлетворять потребности ваших потенциальных клиентов, приносить большую пользу обществу. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.